Мен дүткүнтә соң сачныр. Так, мадны эндир истикче кичалене килжанай. 9 урок у нас, да? 9 встреча, да? Истикче харгылты ол жана. Эне истикче харгылттан мадны энтана дектресе зургадыкче кичал халахы үйдін. Шыны төрер экилхи мендір кичален. Шыны төрер, шыны кичалин зокалмудар экилхим. Мадны эне зургадыкче кичалин өміні йоухы, шыны үгмүдігі халяжы нег-негінден сәлғыр өкхімін. Сәлғыр кесін юмба? Яғы жорчылығына? Объяснить, да? Объяснение сәлғыр. Түріні гәсе кілхім, хайық кесін. Бен өгін тускар тадында келсін беле ұрдың. Хайық, как читается? Хайық. Хайық кесін адрес ол жаны. Бидін кесін өге мадында басқарғылы. Бидін. Бидін әсе кеже? Мадын. Мадын чегін кешкелін әвідің? Бидін чегін кешкелін әвідің. Яғы жорчылығына? Мы. Бидін. Алькі. Как переводится? Который. Алькі. Алькі. Так читается, да? Өміне. Правильно я прочитал? Өміне. Эні кичаля сауын. Эн кичаля сауын. Эні кичальды. Вернее, тейменек шин түрі қарчырына теріне послелогий кесін түрі. Послелогий. Очень важный момент такой появляется у нас. Послелогий. Орыс келінде предлоги, хальмы келінде послелоги. В калмыцком языке предлогов нет, в калмыцком языке есть послелоги, да? Ну, то же самое. Үлгірлікті. На столе ширя, а в калмыцком языке ширя дере. Видите? В русском языке идет сначала предлог, потом слово, а в калмыцком немножко по-другому, да? Слово, потом послелог называем мы так. Заметили же вы разницу? Замечаете? Это очень важный такой, очень важная такая часть речи, служебная. Она нам очень нужна, без нее практически невозможно составить какую-то более-менее такую фразу. Вот. Өміне. Өміне кесін. Вот здесь вы видите в третьем столбике, где название частей речи, сразу в два варианта. Да? Наречие өміне есть, а есть послелог өміне. Но я не знаю, можно, конечно, можете на это внимание, можно, наверное, кому-то обращать. Но я просто объясню, чем отличается вот в данном случае наречие от послелога. Например, если такое сочетание мини-өміне, это будет послелог. Мини-өміне күйкін суына. Передо мной сидит девочка, да? А если такое предложение өміне даладыл машин йовна. То есть перед словом өміне нет существительного. В этом случае это будет наречие. Впереди переводится. Өміне это впереди наречие, перед это послелог. Потом есть өміне үзік. Үзік я вам объяснял слово. Үзік. Ручка. Үзік это направление, часть света. Өміне үзік это юг. Юнгат, ягат тек жахым өміне үзік. Почему өміне юг по-калмыцки переводится? Өміне. Потому что дверь кибитки была ориентирована всегда на юг. Когда утром с кибитки мы выходим, перед нами юг, да? Поэтому өміне язык. Ну, я не знаю, правильно объясняю или нет. Так, өрі. Өрі кесін, опять-таки наречие или послелог, өрі, близко, около или возле. Мини өрі. Возле меня. Герин өрі. Хашан өрі. Барун. Правый. Хаджуде. Еще один. Синоним вот этому слову. Хаджуде. Хаджуде тоже возле, рядом или у. Герин хаджуде. Возле дома. Рядом с домом. У дома может быть. Зюнгисен. Левый. Еще есть такое слово зюн, как переводится по второй. Иголка, да? Игла. Чи.
Это слово мы знаем. Местоимение мы, если встречаются, я думаю, мы еще раньше с ними встречались. Эврен. Эврен сам. Эврен меднев. Сам знаю. Эврен меднев. Так. Талдунды. Сочетание такое здесь. После лог. Талдунды гисен в середине. В центре талдунды. А если в центре города? В центре города. Ну, в принципе, можно сказать в центре города, прямо посередине города. Но где вы эту середку найдете? Вообще имеется в виду центр города. Площадь Ленина где у нас? Как мы скажем? Цутхлынг. Цутхлынг. Центр какого-то поселения и так далее. Цутхлынг. Центр. Еще вот эти, которые у нас в последнее время, вот этот центр там, образования там, одаренных детей там, да, и так далее. Центр изучения языков. Тоже цутхлынг называется, в принципе. Так, даухр. Даухр гисен, этаж. Мы уже с этим словом встречались. Даухр гисен, в скобке написано грамматическое, термин грамматический. Даухр зянга есть такое выражение. Даухр зянга – это сложное предложение. Так. Дальше. Хора. Комната. Или же öre можно сказать, да? Öre, в смысле синоним такой есть. Патир. Уже мы знаем это слово. Улица. Улица. Тоик. Номер мы знаем. Талвынг. Площадь. Вот. Площадь Ленина. Ар. Ары где даже? Ары üzük. Север, северный. Ары üzük. Üр. Юргисин друг, подруга, да? Угисин в данном случае нам приводят прилагательное и перевод просторный, да? Ну, еще мы сами прекрасно знаем слово у. Повелитель наклонения. Глагол ухо. У, самый короткий тост, пей, да? Так, у. Дотр. Дотр гисен наречие, как идет послелог и существительный. Дотр. Дотр внутри. Потом есть у нас хойна дотр. Все прекрасно знают, что такое. И послелог в. Так, царани. Орындык здесь написано, 23 слово. Орындык. Ну, мы еще привыкли это слово переводить как орн. Да? Орн. Орындык. Терзе. Медгджана окно. Хорнде. Между. Да? Хорнде. Среди. Амтна хорнде. Так. Ага. Тусы. Тусы гисен напротив. Мини-тусы. Эргин. Широкий. Газа. Снаружи, вне или за. Герин газа. Герин газа. Вне дома, то есть. Цецик. Цецик гисен цветок. Ургхе. Ургхе. Как-то он сложно, да, произносит? Ургхе. Ургхе. Ургджана. Растет. Ургхе. Здесь все слова, глагол даны в начальной форме. Мы уже договаривались. С суффиксом будущего времени хе. Так, хултхе. Продавать. А покупать? Покупать то же самое слово, но нужно добавить еще вспомогательный глагол. Хултхе продавать, а покупать хульдже авхе. То есть получается брать. Еще дересин добавлять слово. Хульдже авхе покупать. Хултхе продавать. Ну и внизу сразу слово авхе брать, да? Дунде средний, дунде в центре, дунде между. Несколько значений. Так, тенде, энде, тенде мы знаем, да? Тенде там. Экхе давать. Утхн узкий. Эдр день. Болгн каждый. Отсюда сочетание эдр болгн. Эдр болгн каждый день. Энде здесь. Тенде, энде было. Бассе тоже еще. Так.
Баснек дакче. Как перевод? Еще один раз. Баснек дакче. Арде есть такое позади, за. Герин арде, опять-таки сочетание. Мини арде, чини арде и так далее. Юде. Полдень. Юде. Помните, есть такое выражение, я вам уже говорю. Юдин хэне. Юдин хэне. Хэне как раз-таки это после лог. Также хэне. После обеда. Юдин хэне. Юдин эмне. Перед обедом. Тоже эмне после лог, да? Юдин эмне. Юдин хэне. Саранни. Нарын. Нарын солнце. Гериль свет. Освещение здесь идет, да? Но здесь мы эрын утро. Эрте рано. Эрын эрте вот сочетание. Очень рано утром. Көдлмыш работа. Көдлхе работать. И вот здесь есть у нас в этом уроке два сочетания. Мы уже о них, правда, разговаривали ранее. Жениться. Геравхе, мы даже синоним приводили, да? Геравхе, кюмболхе, эркебили токтахе и так далее. И кюндотхе, выходить замуж. Кюндотхе, мортхе, хердегархе. Это вот что касается девушки, выходить замуж. Би, сонгсча, нау. Телефон позвонили вам, говорите, сонгсча, нау, слушаю, если вы на калмыцком хотите ответить. Так же? Так будете говорить? Не просто сонгсчана. Сонгсчана это кто-то, это третье лицо. А я, если я, то обязательно мы добавляем частицу в. Сонгсчана по правилам калмыцкого языка. Вот смотрите таблицу, первый столбик. Я здесь бяна, но я другой глагол. Чи. Сонгс. Ча. На. Че. Ты. Если мы. Виден. Если вы. Ты. Это умшчана. Виден. Мы учим калмыцкий. Дасчана. Виден. Смотрим мы телевизор. Халяджана. Виден. А если я смотрю один? Халяджана в. А если вы хотите вопрос сформулировать, смотришь ли ты? Так, понятно, да? Че в. В третьем лице эне тере. Здесь все-таки мне надо написать эне. Сонгс. Ча. На. Видите, здесь нулевая, здесь нет частицы. Джана-чана. Это в момент речи, в момент действия. Чана. Сонгс-чана. Сейчас прям слушаю. А если без ча, сонгс-на, просто слушаю. Вообще могу. Я имею в виду, когда пишет, когда надо говорить «дже», когда говорить «че». А это там есть определенные правила. Это мы, когда, это уже пока так мы говорим, если надо будет, не надо будет, а там здесь встречать, по-моему, в 7 или 8 уроке, что где «дже», где «че» пишется. Так, пока мы вот хотим сформулировать, вот еще один момент. Если это не глагол, да, вот под таблицей такое высказывание, если вы найдете. Именное сказуемо образуется присоединением лично-предиктивных частиц к именным словам, кроме третьего лица, это я уже сказал. Би, долата, в. То есть здесь не глагол, да, но просто сказуем выражен в другой части речи. В данном случае числительный, да? Мне 7 лет. Би, долата, в. Нет, здесь правило жестко нужно соблюдать. Би, если вы говорите о себе, то в обязательно нужно. Если долата, это кто-то будет. Эне долата или бадма долата, без частиц. А если я, то в конце обязательно добавляем. Это уже... Или би долан наста в. Вот это как раз-таки обычно в сегодняшнем калмыцком языке, в разговорной речи, вот мы этого делать не можем. Вот эти частицы появляются уже. Би долата мы так на сегодняшний день, вот так многие скажут. Так же? Би харте.
В многие не добавят. Нужно добавлять. Би хырта в. Би бакше в. Если я учитель. Би бакши в. В данном случае вы можете, конечно, там вопрос мне задать. В еще есть у нас вопросительная частица. Помните, да, на первом уроке? Но это разные вещи. В у нас есть суффикс прошедшего времени, недавно прошедшего. Это тоже другая буква В. Понимаете, они все разные, но одним и тем же звуком выражены просто. Можно запутаться, конечно, да? Вот я же вам в прошлый раз пример такой приводил уже. Когда 3 буквы В у нас аж целых получается, да? Вот, авув. Как переведем это слово? Авув. Это кто взял? Я же взял. Вот это В, это вот как раз-таки вот это В, которое мы сегодня рассматриваем. Я, вот это авув. Вот это В, это корень В, да? Вообще взял. А вот это У, она, как сказать, вместо, используется, произносится вместо суффикса В, прошедшего времени недавно. Ну так как 3 буквы В вы не скажете, одну букву В у нас в первом лице заменяется звуком У. Сарандин. Гурудыкче зокал. Третье правило. Вот мы с вами добрались до образования вопросов. Ягдже хальмы келінде, үйілдәкшті зәңгіде, ягдже сурвыр, тиемі зәңгісті, ямарын сурвыр тоқтагдына. Вот эніне тускар ода күйінтхін гурудыкче зокал. На негидык суффикс, да, мы это с вами рассмотрели. Читаем. То есть в общем вопросе вы еще раз для себя вспомните или как. Общий вопрос, специальный вопрос. Специальный, где есть вопросительное слово, сурукче, югуяна, шишлинг сурувыр вальджана. Общий вопрос волхла, терне тиме сурукче югуга. Тегат. Оказывается, скорее всего, мы этого с вами тоже не знали. Читайте. На, не, суффикс. Теряет гласный а или Чи эльстиде не бэнэч. Если это повествовательное предложение, будет чи эльстиде бэнэч. Если это вопросительное предложение, то звук исчезает. Чи эльстиде бэнч. Произнесите бэнч. Йовунч. Это где? Бельстиде не в. Здесь появляется все, да? Та Москва-да бэнт. Не бэнет, а бэнт. А если вы хотите спросить, как вы поживаете, тогда будет это уже ниже. В специальном вопросе звук остается. Ямарам бэнэч. Ямарам бэнэч. Там звук остается, да? Хотя вроде бы мы иногда и слышим и такой выражение. Ямарам бэнч. Так же? Говорим так? Говорим. Ну, говорить можно и так, допускается и такой вопрос. Ямарам бэнч. Без Но писать будем бэнэч. В специальном вопросе остается звук гласный. В общем вопросе гласного звука нет. Та Москва-да бэнт. Та Москва-да альде бэнет. Чи? Какой поселок? Москву напишем. Эльсте. Эльсте. Де. Бэн. Ч. Т. Д. Кеду. Саг. Тан. Б. Не. Ч. Сколько времени ты проживаешь в Эльсте? Ну, сколько лет и так далее. Смотрите, общий вопрос вот вверху. Чи эльстиде бэнче, да? Договорились, что по правилам звук исчезает в суффиксе
настоящее время на не, да? Внизу второй вопрос специальный. Чи эльстиде, кеду. Вопросительное появилось слово. Цактан бе неч. Звук остается. Это правило понятно. Вроде более-менее. Второй абзац вот этого же правила. Третье лицо здесь говорится. Это второе лицо, да? Третье лицо теперь. Чини к вин эльсте де бе. По правилам как? А? По правилам. Чини көвін, это же, я говорю о третьем лице, так же? Чини көвін эльстеде бәнү. Опять-таки, но эту частицу вопросительно, пожалуйста, я прошу ее никуда не сокращать, не изменять, не убирать. Это по правилам и разговорной речи. Чини көвін эльстеде бәнү. Вопросительное слово видите в этом предложении? Нет, общий вопрос. В общем вопросе вот эта частица у, ü называется вопросительной частицей. Заменяет вопросительное слово, например, альде. Чини көвін альде бе не будет. Понятно? Если вопросительное слово будет. Чини көвін альде бе не. Чини көвін эльсте бәнү. Деньги есть, спросите? У тебя есть деньги? Вот. А вы как раньше бы спросили? Вы бы спросили, чамды мөңгін бәне? Неправильно. Надо как говорить? Мөңгін бәнү? Вот. Вот правила вам и разговорные, и по правилам. Медик джану? Вот я вас спрашиваю. Тадынды медик джану? Медик джана. Дальше едем. Специальный вопрос. Ну, еще раз, для того, чтобы просто повторить. Я вот этот, вот внизу, видите, специальный вопрос образуется. Я это уже объяснил, да? Еще раз давайте в качестве повторения. Би альде бянов. Ну, здесь вопросы интересные, конечно, да? Для примера нам привели. Би альде бянов. Ну, это точно так же, как тот суффикс, который я вам объяснял, дже, да? Эчкульдур би бильджу. Точно так, би альде бянов. Где я нахожусь? Ну, нам просто здесь нужно что? Грамматически чисто пояснить, что если альде жирным шрифтом выделено, бя не остается, гласный звук не, и еще в добавили, я где нахожусь. А если ты где находишься? Есть. Чи альде бя? Значит, это вот такой вопрос, да, по телефону сам такой, тоже распространенный. Где ты? Ты где сейчас? Вот говорите на калмыцком. Альде бя нач или альде йовунчи? Где ты идешь? Хама йовунч, да, хама бя нач. Нач нинчи. А, не, бя нач, да? Я нужен, да. Вот. Так, дальше. Тадын ямарам бәнәтті. Вот вопрос, как вы поживаете? Тадын ямаран бәнәтті, да? Звук остается бәнәт. Чинекче хама бәнә. Чинекче ямаран бәнә. Чинерка биле ямаран бәнә. А, вот еще очень важный момент. Вот суффикс на не, да? Он вроде бы, не вроде бы, а это суффикс настоящего времени, да? Мы договорились уже. Да, но здесь есть исключение, не исключение, а здесь оговорка небольшая. Форма глагола настоящее время суффиксом на не в первом лице может выражать действие и будущего времени, значение будущего времени. Бичамде хальму горса толе эгнев. То есть не экхв, а эгнев в будущем времени. Я тебе дам калмыцко-русский словарь. Позже. Четвертое правило, сразу объясняю. Винительный падеж. Еще один падеж. Это у нас какой урок? 6-й урок. Значит, вы уже сегодня плюс еще одно окончание знаете. иг или г. Винительный падеж. 5-е окончание у вас уже пришло к вам в учебниках. Вы уже 5 окончаний знаете.
Теперь нужно их просто правильно применять. Юга, ю, да? Кого, чего? Что видел? Что купил? На рынке купил мясо. Что купил? Как скажете? Базарте или же, ну, правильно, базарте, махе, хульдже, авув, да? Или авлав. Махиге, здесь вот смотрим второй абзац этого правила. Наиболее употребительной является безаффиксальная форма, то есть где окончание не добавляем. А наоборот, в первом склонении в существительных, которые заканчиваются на звук «н», наоборот, звук «н» исчезает. Вот, например, балхсын. Мана авғы одахын Москва балхсы ор дже. А где не «н», то остается так. Күйкін дектрин сангасы дектір авна. Ю авна. Что берет? Дектір, а не дектриге. Понятно, да? Вот. Дектір авна. Так, и еще одно правило. Еще одно правило. Пятое. Ну, здесь даже это не правило, мы уже объяснили. Это послелоги. Их очень много, этих послелогов в калмыцком языке. Целое пособие даже написано по этим послелогам, и не одно. Они делятся, ну, очень по-разному делятся эти послелоги. Просто здесь мы такую классификацию вам не даем, просто какие-то наиболее употребительные послелоги вот здесь вам даны в пример. Эре, эмне, ну эти все мы уже посмотрели. Теперь в сочетаниях. Сургулин эмне, перед школой, да? Перед уроком. Перед уроком. Кичалин эмне, да? Ага. Дальше. Үдин эмне мы уже говорили. Үдин хэне. Делгюрин арды. Герин хаджуде. Күн болгын. Өдір болгын. Вот наиболее. Они еще вам здесь в упражнениях еще встретятся, дересин. Я предлагаю рассмотреть нам с вами вот пятое упражнение. Нашли? Я буду читать, чтобы видно было и на камеру. Пятое упражнение. Нашли? Во-первых, одно слово на русском языке. Во-вторых, не хватает окончания. Частицы не хватает. Давайте прочитаем первый пример. Вы ямаран нерта улицте бәне те тадын ямаран нерта улицте бәне те. Я Москва балықсына талдунды хойыр дауғыр герте. Если я, то в, да? То есть я хочу еще раз акцентировать внимание. Если я, то в конце вместо точек добавляем в. Если вы, добавляем т. Если мы, третье предложение, добавляем видн, мадн, хуцна дельгюресе. Кесик сәхін бүшмүд кийлік махла авна видн. Авна видн. Мы покупаем. Да? Десятое предложение, пожалуйста, найдите. Вы. В конце что будем? Вопросительное предложение. Ну, скорее всего, это к одному, да, человеку обращение. Та, ода, кеду, юрта, в. Т. Ну и пусть даже если это к семье, да, обращается к двум там. Тадн ода кеду юртев т. Так? Вот здесь интересно, между прочим, предложение есть, 8. Найдите. Прочитайте вслух кто-нибудь. Чи эке эцкин патир кеза холднач. Когда ты продашь родительскую квартиру? Для примера, да? 6 предложение. Чинанде дорджин телефона тою кезе эгнатче. Ты когда мне дашь номер телефона, Дорджи? Да? Последнее предложение. Чи эне улинцин
Аль-кыгерте бенече. Ты в каком доме на этой улице проживаешь? Обратите особое внимание на перевод с русского на калмыцкий. Вот здесь как раз-таки вы будете применять вот эти все частицы и так далее. Вопросов нет? Сегодня заканчиваем. Сәменде, яутын.